это хорошо, когда мы собираем, когда у нас юбилей. 1 раз в 5 лет. Пожалуйста, собирайтесь, но как лучше собрать? Лучше собрать, когда группа пришла, или же выпуск пришел, но когда разных лет выпуск, собрать даже в столовой. Вы знаете, молодежь им одно требуется, более старшее поколение, возможен вариант, им хочется просто поговорить, посидеть, идут. И это совершенно разные вопросы. Константин Викторович сказал, что у него очень много фотографий, у него много пленок. Но вот если бы вы сегодня, Константин Викторович, принесли и сказали, вот, пожалуйста, диск, вот, пожалуйста, мы здесь собрали. Это одно. Но связи, вот честно говоря, почти что нет. Связь это только заключается тогда, когда Константин Викторович решил, что нужно собраться. Столовую сейчас, увы, конечно, да, директор не дала. Потому что за работу столовой нужно платить, уборщикам надо платить. Уже закончилось то время, когда советское время было. Теперь у нас автономное учреждение. В чем заключается это автономное учреждение? Даже наши преподаватели не настолько понимают. Нам деньги Минздрав дает только те, которые, для них мы готовим. Притом ежемесячно мы подаем в Минздрав сведения, сколько у нас учеников. Если выбыли, то к концу года мы даже получим гораздо меньше денег. Если раньше мы жили, у нас все-таки были зубные врачи, которые были 40 человек в группе. И, безусловно, какие-то хотя бы были у нас не бюджетные деньги. Теперь у нас последняя группа зубных врачей, гигиенистов решили собрать, их всего лишь было 16 человек, из них осталось 10 человек. Даже учитывая, что и обстановка в целом по стране, что выпускников гораздо меньше, то и, наверное, у нас только будут бюджетные группы, а мне бюджетные вряд ли мы соберем. Теперь в этот год у нас он довольно-таки тяжелый и для преподавателей, которые тоже, к сожалению, увы, пока еще не все преподаватели за это взялись, потому что у нас будут новые стандарты, и эти новые стандарты, они отличаются от тех, которые... Извините, Вера Григорьевна, давайте... Нет, я к тому, что ассоциация, наверное, они должны знать, коль пришли, что у нас идет. Помощи от ассоциации мы не видели, если вы так хотите сказать. Кто что сделал? Ничего не сделали. И если на то пошло встречи, даже тоже можно было организовать в учебное время, где-то вечером прийти, потому что вы были сами студентами, и вы знаете, что в субботу, увы, загнать, если уроки не поставлены там, никого не загнать в колледж. Да, я считаю, что ассоциация ничего не сделала. Вот позвольте мне ответить на ваши некоторые моменты. Значит, получилось следующее. Если вы желаете, сегодня, значит, получилось следующее, что когда мы работали в сотрудничестве, то есть администрации был Анатолий Илларионович, вы знаете, что это довольно-таки жесткий человек, но справедливый. Когда здесь стала администрация меняться, в итоге на меня было с помощью администрации заведено уголовное дело, 18 студентов обманули, заставили их написать заявление прокурору. 9 месяцев я был в разработке, 11 месяцев шло расследование. В итоге преподаватель Бадокин по массажу имел право преподавать массаж. Государство выплатило 25 тысяч морального вреда, но в то же время, когда Ирина Васильевна ушла, пришел Бакланов, и я пытался восстановиться на работе, передаю слова Бакланова. Вера Григорьевна мне сказала, что Бадокин мошенник. Все, после этого Бакланов со мной, получается, я с ним общаюсь,
Он говорит, меня нет. На телевидении Бакланов заявляет, что слово «врач» происходит от слова «врать». Бакланова здесь нет. Нет, ну получается сейчас новое руководство, нет, вы задали вопросы, чем мы полезны. По крайней мере, сейчас я вам представляю информацию, что сделала ассоциация в рамках вот этой поисковой работы. Что Федор Иванов, внук Налимовой, вот создал нормальную электронную версию о своей бабушке, о преподавателе, которая проработала 18 лет в нашем колледже. А получается, у нас кто работает, умирает. 2-3 строчки и все. Константин Викторович, можно вопрос? Пожалуйста. Вот когда создавалась ассоциация, какие цели и задачи ставили? Так, Руслан Валерьевич, зачитайте, пожалуйста, цели и задачи. Сустава. Организация имеет следующие цели: содействие в проведении встреч выпускников, повышение престижа медицинского колледжа, содействие его работе, содействие в оперативном взаимодействии преподавателей, студентов и выпускников, оказание посильной помощи преподавателям, содействие в оказании трудоустройства выпускников путем создания самостоятельной базы данных вакантных мест средних медицинских работников, содействие пополнению информации сайта выпускника, создание фотоальбома выпускников в электронном виде, иные задачи. Так, я считаю, что здесь вот перечислены основные цели и задачи. По крайней мере, в моем представлении, например, что могут быть созданы разновозрастные сообщества, не виртуальные, а реальные. Потому что, исходя из, скажем так, синергетических воздействий, происходит обмен информацией и энергией. Это диссертация целая. Проблемы прочности дискурсов. Значит, на данном этапе моя диссертация уже пишется, вот начиная с 1987 года здесь. Сейчас про нее говорить не будем. Но в то же время вот это положение по поводу администрации, сейчас мы можем тоже его озвучить. Флешки. Так. В 60-м году, значит, почему я сейчас в какой-то степени к этой теме отношусь щепетильно? После 50 происходит переоценка ценностей. Самое дорогое у человека – это возможность общаться, понимать. Вот именно, когда все родители уходят, когда уходят учителя, учитель – это не преподаватель, учитель – это гораздо больше. Становится просто-напросто досадно, что и обидно, что ты не успел что-то еще подчеркнуть. Сейчас не будем тогда, видео у меня записано, вчера я записал видео у Прасковьи Ивановны Чисталевой, которая в 60-м году работала в горкоме партии, и здесь в медицинском колледже происходила вот эта смена руководства. Аналогичная, как происходит подобная ситуация, как и сейчас. Администрация просто-напросто не желает общаться. Если со мной, пожалуйста, я уйду. Давайте выберем другого. Я хотел бы несколько Пожалуйста. Прошу прощения, я не отношусь к ассоциации выпускников, но все-таки как преподаватель медколледжа я хотел бы сказать несколько предложений. На мой взгляд, ассоциации выпускников очень не хватает именно открытости, транспарентности целей и задач. Если на отдельном сайте в интернете не просто выложить состав ассоциации выпускников, но также и выложить, кто чем занимается в текущий отчетный период, например, на предстоящий, на 2011 год, на 2012 и так далее. Персональная ответственность каждого человека в соответствии с поставленными задачами, и это уже даст какие-то результаты. Ну и, конечно, чем больше они сделают, чем больше активности проявится, тем выше будет статус ассоциации, на мой взгляд. Ну, я предлагаю на сайте в интернете сделать персональную ответственность участников. Вот. Такое предложение. Дмитрий Вячеславович, Вот очень такие задачи, хорошие. которые были, даже помощь в трудоустройстве выпускников. Что вами было сделано? Так, сейчас следующий момент. Значит, в 91 году мы здесь создавали государственное малое предприятие спортивно-профилактика и лечебная ассоциация волонтеров. Руслан Валерьевич, Александр в курсе. Так, значит, получилось следующее, что
В итоге тоже напросто вот так взяли и смели. Но я его не похоронил. Мы сейчас это делаем в рамках автономной некоммерческой организации. Руководитель, директор перед вами. Я являюсь руководителем автономной некоммерческой организации спортивной профилактики лечебной ассоциации волонтеров. То есть мы перерегистрировались. Они нас похоронили, но мы... Так, теперь сейчас следующее. Отвечаю на некоторые вопросы Дмитрия Мячеславовича. Так, Дмитрий Мячеславович, я вам благодарен, потому что вы еще как бы человек такой неопытный, но вы очень много делаете для ассоциации. Благодаря вам закрыли тот сайт, где было все, потому что сайт нам открывал Телеком Силер, мой сокурсник. Там было следующее, такая фишка, что они открывают организациям учебным сайты, в частности ассоциации. Этот сайт стоит 30 тысяч, они его проводят, но там никакой коммерческой информации на этом сайте не должно быть размещено. Вам поручили, вы сделали определенное телодвижение, разместили эту информацию, и все, сайт умер. Вот ответ на ваш вопрос. То есть благодаря вам сайт похоронен. Надо сделать новый сайт. Ну, сделаем, с вами мы сделаем любой сайт. Ну, сейчас сайт сейчас сделан. Взяли персональную ответственность за сайт уничтожить, получается. О чем вы говорите? Так, другой сайт был на народе открыт. Ну, просто-напросто 9 месяцев, то есть 11 месяцев под следствием, я туда никакой информации не скидывал, он тоже умер, потому что полгода прошло, к нему никто не обращается, к этому сайту, он, естественно, закрывается. Так, сейчас я хотел вот вкратце пролистать, вот что необходимо, можно сделать про Николая Аксентьевича, про Инну Юрьевну, про... Напоминайте мне. Так у нас ведь все это есть даже. У вас есть, ну нет, у вас есть, но с другой стороны следующее. Я встречался с нашими выпускниками, вот так вот, конкретно, в Краснодаре, одноклассница у меня живет, выпускница. Она листает альбом, ей приятно. Встречался в Армавире, тоже 87-го года выпуска, Елена Мироненко. Люди, получается, у вас сделано, я скажу так, абортировано, кастрировано, это мое мнение. Можно сделать гораздо шире. И здесь использовать не в какой-то степени не указывать делать, а каждый человек добровольно, по воле своей души может делать. Есть такие люди среди молодежи. Вот в чем отличие. Так, немножко пролистайте. Так, вкратце про Анну Ивановну Налимову. Это совершенно другой формат. Так, здесь кто-то будет слушать. Это совершенно другой формат, другое содержание. Да, какой формат, какое содержание. Главное то, что написано, безусловно. Все у нас есть. Ну, все у вас есть, и мы вам не нужны. Нет, почему? Дайте. Никто ведь не говорит, чтобы это. Так, Иванов Федор, это внук, он готов, значит, консультировать и быть вот таким научным консультантом, он, естественно, что он кандидат исторических наук. Здесь сделано все правильно. И с фотографиями, и со всем.
Вот у Мироненко и Лены, которая живет в Армавире, Николай Алексеевич был классным руководителем. Вот вы такой. Николай Алексеевич. Нет, а вот Набийского? который хороший мужчина, пониже. Это Набийский Владимир Дмитриевич. Он тут не работал? Да, да. Про выпускников здесь следующее. Прасковья, то есть Полина Степановна. Что будет делать? Вот я считаю так, что выпускники, вот сейчас я приведу пример. Как сделано в Кисловодском медицинском колледже. Просто если зайти на страничку туда, сейчас у нее погиб сын в Афганистане. Давайте я так сразу скажу. Значит, в то же время в 80 с лишним лет она еще работала на даче. Так, как Прасковья, то есть Полина Степановна следующая, извините. Прасковья Ивановна Чисталева, получается, она была классным руководителем у моей классной руководительницы Корочевой Марии Дмитриевны. Вот 2 года назад ее не стало. Мария Дмитриевна Корочева была, моя мама, у Марии Дмитриевны Корочевой была наставником. Вам, Вера Григорьевна, я знаю, что неинтересно. Не в этом дело. Нет, не в этом дело, просто я отвечаю Полине Степановне на ее вопрос. Как делается, значит, по-другому? По-другому делается так, что вот начиная с 2005 года учебные программы предусматривали полностью преподавание информатики и других дисциплин с использованием интернет-ресурсов. Значит, существует полная система образовательной среды, учебного заведения. Каждый первокурсник, сейчас многие школы в Краснодарском крае, все школы перешли, значит, буквально со 2 класса заводят в свой портфолио. И вся эта информация собирается. Дальше у них есть вот те сайты, которые типа ВКонтакте, либо в Мейле, типа Одноклассники, это развлекательные сайты. А есть и среда, где учебно-образовательная среда. Нет, это не то. Ну, Это не у то. вас сегодня какой? А Нет, что? сегодня следующее. Вот давайте сделаем следующее. Давайте выбираем новый состав комитета. Какие будут предложения? Какие будут предложения по новому составу комитета? Нет, что-то нужно подобрать, но нету. Валерий Михайлович, какие у вас предложения? Я считаю следующее, что в основном, так, вот здесь по количеству и по количественному составу, какие будут предложения? Максим Викторович, дело Да. в том, что если планировалось учетно-выборное собрание, то надо было хотя бы письменное приглашение конкретно членам ассоциации отправить. И чтобы было хотя бы кворум 2/3, прежде чем проводить отчетно-выборное собрание. Понимаете, сегодня... Так, здесь момент, сейчас я вам отвечу. Сегодня, я сейчас закончу предложение. Сегодня практически членов ассоциации здесь очень мало, и мне кажется, что какие могут быть предложения, какие могут быть выборы. Так, здесь получается следующее. Вот нас 4 присутствует.
Но это Нет, выправление. А вот, члены... вот это именно комитета, потому что у нас как бы сейчас форма регистрации, зайди наверх, сейчас. У нас форма регистрации электронная, то есть у нас клуб для всех остальных это клуб. Это не обязательно быть. То есть здесь сейчас это на уровне клуба, но в то же время таким ответствующим лицом является комитет. Это ответ на ваш вопрос. То есть добровольный клуб, в него можно войти, можно выйти, никакой ответственности здесь нет у рядовых членов, но у комитета определенная ответственность есть. То есть по мере ответственности. Вот сейчас вот этот, вот мы сделали на мейле страничку, но это типа сайт, но здесь это развлекательная среда. Вот. Буквально вчера я реанимировал эту страничку. И у нас порядка уже сколько за... Так, вам скучно, девушки, да? Значит, сейчас остается следующее. Нам избрать новый комитет избрать, и потом общение с преподавателями. Дима Коваль, вы желаете войти в состав комитета? Комитет? Да, комитет С ассоциации. личным временем совсем проблематично. Ну, это такой дежурный вопрос, то есть дежурный ответ. Не дежурный, так и есть. Весь в работе, в учебе, семья, дети. Сейчас совсем не до этого. То есть даже в минуты свободной нет. Когда постарше будет, может быть, постарее. Ребенок возрастет. Молодец. После 50 приглашает. Вера Григорьевна, какие будут у вас предложения? Я не член. Нет, вы как администрация. Здесь момент следующий. Вот я считаю, так мое мнение, что я разговаривал с несколькими людьми, которые бывшие выпускники. Необходимо, чтобы член комитета и председатель работали в колледже. Я так считаю. Потому что иначе получается непонятно. Надо Константина Викторовича обратно принять в колледж. Но это Валерий Михайлович предлагает. Самоотвод. Отпадает. так, вы, девчонки, что предлагаете? Оставить старый состав. Вы не местные? Константин Викторович, Что? оставить старый состав. Оставить старый состав? Да. Завтра. Нет, мне это психически травматично. Получается ходить, отбивать пороги. Мне заявлено, что все правильно. Константин Викторович, Да. а если вот оставить старый состав и быть гибче в политике общения с руководителем, посылать, не ходить вам, как раз вас, вы сами признаете, что у вас личная неприязнь там. Нет, вам, я вам всем, личная я неприязнь. принимаю Подождите, всех. вам не личная неприязнь. Руководство вы так заявили. Значит, может быть, пусть ходит ваш заместитель? Так, К нему нет личной неприязни? Афанасию, у него тоже он работает. Не Понятно, трудится, что а он работает. да. Но Вот дело сегодня в том, он что, уехал в Ухту. Посылайте его. Если тогда необходимо ввести Посылайте его. следующее, я не обладаю этой возможностью, чтобы получается так, у нас из членов комитета Светлана Сергеевна одна. Здесь необходимо тогда вводить еще, значит, я общался с Алексеем Александровичем, у вас психолог. Так, он сказал, что подумает сегодня ночью, и сегодня мне ответит, но он не пришел. Да. Что? Нет, ну не... Да? Значит, нужна инициативная группа тех годов выпуска, которые хотят обучаться, и особенно по специальностям, чтобы кто-то именно собирался.
Безусловно. Значит, Руслан Валерьевич, ответь на этот вопрос. Что ты предлагал? Как твой план? финансовые суммы собирать, чтобы где-то действительно можно было поделить. Даже, может быть, пусть не в колледже, раз не хотят администрация встречаться с бывшими выпускниками, пусть, но кто-то, инициативная группа, которая хочет встретиться со всеми, собирает. 20 человек будет, 30 человек будет, 100 человек будет, соответственно, из этого выходя и будете организовывать все. И ассоциации тут не нужно. Не нужно? Потому что, ну, получается, что да. Нет, я считаю так, что к ассоциации еще надо независимый профсоюз, организуем независимый профсоюз студентов и преподавателей. То есть при ассоциации создадим независимый профсоюз. Сейчас Елена Сергеевна Иванова как раз занимается этим вопросом. То есть Лукашенко возглавляет официальный профсоюз, а Иванова будет возглавлять другой Это же профсоюз. где-то. Ну почему где-то? И мы уходим в подполье. Где это? Что где? Вот эти. Здесь в Сыктывкаре сейчас организуется независимый коми-региональный профсоюз. Председатель Иванова Елена Сергеевна. Но если нужно будет, я с вами ее познакомлю. Вот, и я предлагаю организовать независимую профсоюзную организацию преподавателей и студентов Сыктывкарского медицинского колледжа на базе ассоциации выпускников. Мое предложение, пожалуйста. Кто в ней будет в этом профсоюзе состоять? А 3 человека это уже организация. Не, ну понятно, я не задаю вопрос, сколько их будет, а кто, например. Кто, например, те, Не важно там, Ваня, неравнодушные, у кого род, по крайней мере, предназначен для того, чтобы, а не для других целей. Мотивация того, чтобы они состояли в этом совете или профсоюзе, какая? Мотивация, защита прав студентов, преподавателей. И все. И все. Почему все? Так, Руслан Валерьевич, ответьте, пожалуйста, как специалист. Вы занимались профсоюзами? Я просто хочу компенсировать факт за... Нет, за- сейчас за- Полине Степановне ответим. Значит, еще при... за 3 года работы за ассоциацией, да, за 3 года. Ну, первый, да, Вот сейчас сколько мы третий год? Шестой. Ой, Так, шестой год. 73 месяц мы работаем. Движущей силой, которая нас собирает, вот находится перед вами. То есть его зовут Дмитрий Борисович. Да. Так, вот это вот факт. Как бы вы ни крутили, вертели, мы собираем его. Почему Вот только если его не будет, Константин Викторовича, то мы собираться не будем. Об этом. Вот такой вот факт. Это, в общем-то, неправда, наверное. Всегда можно любой выпуск встретиться. И я вам еще раз повторяю, всегда приятно видеть вас. Но не Константин Викторович Но должен не Константин собирать Викторович, вас, Константин Викторович а вы уже- сами решаете, что вам нужно собраться. Так, Русланом Валерьевичем при Ирине Васильевне и при Вячеславе Владимировиче было неоднократно составить расписание по пятилеткам. Было такое? Было. Но получается, на это заседание, совместное заседание администрация с комитетом, комитет приходит просто так, по доброй воле, а вас заставляют туда идти. И вы прослушали и забыли, ушли. Потому что одно дело, когда это делается по желанию, а другое дело, когда это делается по принуждению. Это разные психоэмоциональные состояния. Так.